начинать день с кофе, выпить кофе, отправить детей в школу и какой-то хотя бы полчаса поработать. Вот если я с утра немножечко поработала, хотя бы чуть-чуть, мне уже хорошо. А потом уже как получится. Я вот сейчас делаю, мой день наполняется, да, я вот подкола, хоть сколько-нибудь я в день соткала, мой день уже наполнился смыслом. Кто-то это увидел и сказал: ой, как красиво, а что это? Это для меня радость. Вот больше таких дней, вот моя цель. Это то дело, которым я не устаю заниматься, никогда не надоедает. И я всегда хочу. Вот одну работу сделаешь, какой-то небольшой перерыв, все, хочется делать дальше. Еще работу сделаешь, еще какая-то задумка, хочется. Вот хочется делать. Не знаю, предназначение это или что. Начало такое было внезапное. Вообще-то я выросла в такой семье, где всегда какое-то рукоделие было. У меня мама шьет всю жизнь. Это всю жизнь швейная машинка дома, иглы, нитки, все дела. Папа в молодости макраме увлекался. Хотя он военный, но вот у него было такое увлечение, всегда что-то плел. Ну и вот в такой среде растешь. Не знаю, это повлияло или что-то другое. Помню этот момент, когда это началось. Вот когда я познакомилась с Мамут Агачуровым. Я была у него в гостях с подругой. Вот, и он показывал альбом с фотографиями после выставки. Это как раз у них там закончился проект по возрождению крымско-татарского килима. Я помню, что вот именно этот момент я увидела эти килимы. Что меня поразило, я не помню, цвет, орнамент, вот сочетание это цвета и орнамента. Вот что-то включилось. Я чувствую себя на своем месте, когда я работаю. Вот мне все удовольствие доставляет. Вот ощущение, просто физическое ощущение. Эти нитки, вот как она натянута, эта основа, да, какая она упругая, какое она вот получается. Ощущение вот этой шерсти, как оно вот растет. Мне очень нравится эта гамма, которая получается от растительных красителей, она такая мягкая. Это тысячелистником окрашено. Очень красивый цвет, яркий, достаточно яркий. Вот это тоже яркий, сафора. Весной вот скоро начнет цвести, такие большие желтые кисти у нее цветут. Вообще из растительных красителей вот гамма такая коричневая, зеленая, желтая. Ну вот из марины красная. Вообще муж меня, когда я начинала только этим заниматься, он меня очень поддержал. Абдюль Ситаметов, он в особых представлениях не нуждается. Многие его знают, что он гончар. Когда я начала что-то там пробовать, ткать какие-то маленькие штучки, он придумал такую идею. Говорит, давай я выкручу сосуды, сделаю для них такое небольшое место, чтобы твои тканые штучки на них можно было надеть. Что хочешь, то туда и придумывай. И вот так появилась серия работ. И даже как раз была выставка, как раз я даже на выставке поучаствовала с ними. А дети очень любят наблюдать за тем, как я работаю, и как бы сопереживают. Обязательно кто-то обратит внимание. Ой, а вот тут так классно сделала. А вот тут у тебя очень хорошо цвет получился. Вот они обязательно на что-то обратят внимание. Или ты сегодня так много выткала, радуются. И, конечно, это приятно, что вот такое взаимодействие происходит. Как идея приходит. Что-то в жизни наблюдаешь, вот какие-то, что-то тебя задевает, трогает, да? Вот, и хочется об этом сделать работу. Или встречи с художниками, да? С ними пообщаешься. Вот после таких встреч обязательно вот хочется работать, хочется делать, хочется что-то сотворить. По поводу всей этой символики, смысла орнамента, я все время об этом думаю.
здесь я сделала такие коврики маленькие. Вот. На каждом коврике я использовала какой-то один элемент орнамента. Но в килимах тоже элементы орнаментов как бы разделяются на группы. Это элементы, которые как пожелания, и элементы обереговые, как бы защитные. Ну, допустим, вот роза, да, роза — символ женщины. Как роза, как звезда может трактоваться, да. Ромб трактуется как живот. Живот, семя внутри, то есть это пожелание продолжения рода. Вот этот мне очень нравится элемент. Глаз быка или глаз верблюжонка. Это символ воды. Символ родника, символ воды. Вообще интересный очень образ. Как бы родник — это как глаз земли, да? И вот есть такое выражение козячмак, да, то есть очистить родник, чтобы он был чистый, чтобы вода в нем была чистая. И вот этот элемент, видимо, об этом. Вот эта работа называется «Ойстопрахта Чешмелер». Вот это последняя работа из серии под названием «Ойстопрахта на своей земле». Вот, мне очень нравится. И в последнее время мне как-то часто на глаза попадаются фотографии старые Чешме. Вот в сегодняшнем состоянии, какие они заброшенные, без воды. И попадаются фотографии старые, там, где вокруг Чешме жизнь происходит, да, много людей, люди набирают воду, люди общаются. И вот такая работа у меня. Вот хотелось об этом сделать. Вот как-то так получается, вот что-то тебя задевает, и хочется об этом высказаться. И так рождаются работы. И вот если есть вода, Чешме живое, есть вода. И вокруг есть жизнь. Около каждого дома что-то растет, люди сажают, да, обрабатывают свою землю, что-то вот растет, радует их, плоды приносит. Вот как бы счастье для людей, да, вот жить на своей земле. Много цвета, много жизни, много радости. Хочется, чтобы так было. Когда-то так было.